20 лет я с июня 93 года занимаюсь бизнесом, уволившись на пенсию из органов внутренних дел. И понимая, что если... А у меня был опыт, когда издавался первый закон о малом бизнесе, это закон о едином налоге на доход. Тогда был создан Координационный совет по малому предпринимательству при главе Республики Коми, тогда при Спиридонове. Он назывался не Координационный совет, а Общественный совет. И вот этот Общественный совет занимался как раз ставками единого налога. Именно тогда мы первый раз посмотрели и поняли о том, что на процессы можно влиять. И вот прошло время, прошло 20 лет. На начальном этапе развития бизнеса, на начальном этапе развития государства можно было создать такие законы, что малый бизнес бы просто попер в гору. Но вот эти постоянные ограничения, постоянная необходимость каких-то создания таких условий, при которых малый бизнес бы вопреки развивался, а не по законам, которые принимало государство. Ситуация на сегодняшний день зашла в такой тупик, что если не начать отстаивать свои права, то малый бизнес в Российской Федерации может прекратиться. Он останется бесспорно как бизнес услужливый, мелкоторговочный, к которому его и приводят. Ну, тому есть примеры, скажем, по нашей республике, вы знаете. Крупные игроки продовольственного рынка вытеснили малый бизнес с алкогольного рынка, сейчас с табачного рынка. И вот благодаря, а скорее всего вопреки тому, что малый бизнес развивается по своим внутренним законам, я пришел к мнению, что ситуацию надо менять. И поменять ее можно только будучи во власти. Раз президент Путин объявил ситуацию, что государство плохо управляется, оно действительно плохо управляется, мы знаем, что на сегодняшний день 55-60% распоряжений президента исполняется. И призвал людей, неравнодушных на эти процессы повлиять, я принял решение для себя поработать на Народном фронте. Я по гороскопу Весы, у меня тоже есть определенные сомнения, не используют ли людей, которые на сегодняшний день обладают каким-то, пусть в своей нише, я не говорю об общем авторитете, в своей нише каким-то определенным авторитетом, не будет ли их использовать, как говорится, в темную, да, что сегодня поматросят, а завтра бросят. Я всегда относился к категории людей, которые оценивают стакан, что наполовину полон, чем стакан наполовину пуст. Поэтому у меня есть определенные иллюзии, может быть, которые развеются со временем, но я ставлю себе понимание, что могу ли я сделать вот то, что наметил. Если получится, я не разочаруюсь. Если не получится, поверьте, в своей жизни я достаточно много разочаровывался в людях, в идеях. Я задавал такой вопрос главе республики Вячеславу Михайловичу Газеру на одном из совещаний. Я спросил, почему такая короткая скамейка запасных в правительстве. Вячеслав Михайлович ответил на это, что некоторых людей из правительства нельзя бы допускать до управления. Скамейка запасных короткая, и такая же скамейка короткая в общественном движении. Вроде бы там 500 с лишним общественных организаций в Республике Коми. Вроде бы люди умные, грамотные, толковые. Но как доходит до чего-либо, до какого-то логического завершения, этих людей мы не видим. Существует такое правило, что из людей, которые хотят пожаловаться на работника прилавка, допустим, магазинной фамилии, из 100 человек только 5 доходят до директора магазина, до Роспотребнадзора, до суда. Все остальные вышли, товар выбросили. Когда этих людей будет 95%, тогда эта скамейка запасных в правительстве, в общественных организациях будет достаточно широка. Я сожалею, что в Общественные палаты регионов входят только общественники, представляющие региональные отделения различных общественных организаций. Там просто по уставу написано, да, Общественная палата формируется из представителей региональных общественных организаций или федеральных, имеющих региональные отделения, опор России. Я, наверное, бы дал определенную квоту, неважно сколько, 10 человек, 5 человек, ярчайшим представителям общественных организаций муниципального уровня. Потому что все решается на муниципалитетном уровне, понимаете, там все, так сказать, это все что-то печется здесь, а спускается в работу туда. Чтобы палата формировалась не третьими глава республики, Госсовет и Общественная палата набирающая, разделите, пусть 30 будет, пусть 28, по 7 человек, предположим, глава,
значит, госсовет, потом выбранные там вот из общественных организаций, и 7-10 человек из муниципальных образований. Тогда это будет общественная палата региона. Вот мы же частенько попадаем в ситуацию, видим по телевидению. Город затопило. Эх, ливневки нужно было прочистить несколько пораньше, да? Эх, крыши сорвало, нужно было посмотреть. Эх, деревья поломало, нужно было вот их пораньше спилить. То есть мы все время идем за неким развитием событий. Хорош тот приход, в котором службы идут без попа. Вот много зависит ведь от руководителя, да? Был Лужков, была одна ситуация в Москве, пришел Собянин, ситуация стала другая. Много очень зависит от личности. В моем понимании, ничего от личности не зависеть не должно. Должно быть выверенное, четкое хозяйство. И кто бы ни пришел на должность, да, есть какие-то изменения, да, есть изменения в расстановке штатов, там, в наборе каких-то персоналей, но машина должна работать. Вот сел на машину Иван Иванович Иванов, он повез своих работников, там, пассажиров по маршруту. Это ж не говорит, что вместо него сядет завтра Пупкин, и автобус сбрыкнет и, так сказать, перестанет там управляться. Да? То есть масло залито, топливо есть, водитель квалифицированный, остановки выполняет, по графику работает. Вот так должно работать городское хозяйство. У меня нет антагонизма к Вячеславу Михайловичу, и я полагаю, что он находится в очень сложной ситуации, когда снизу одна ситуация, сверху другая ситуация. Находиться между молотом и наковальней достаточно сложно и тяжело. Поэтому проголосовал бы я за Газера, да, бесспорно проголосовал, но у меня к нему есть ряд вопросов, которые я вот как сопредседатель Народного фронта в случае возникновения ситуации личного контакта я ему их задам. Я прочитал в одном китайском журнале, на русском языке, естественно, не на китайском. Называется журнал «Китай». 4-е место в иерархии китайского управления занимает человек, отвечающий за борьбу с коррупцией. Неприкасаемы первые 3. Дальше у него карт-бланш. Поэтому Китай находится на 85-м месте по коррупции, а Россия на... Или Китай на 165-м, а мы на 85-м. Ну, если, так сказать, в табеле о рангах. Бесспорно, у каждой страны есть собственный метод, и рассуждать, наверное, что было бы хорошо, китайский метод или сингапурский метод и так далее. Но очень много ведь завязано на личных связях. Никто не станет отрицать, что многие вещи решаются по телефонному звонку и при личных встречах руководителей разного уровня, как в экономике, так и в политике. И борьба с коррупцией могла бы быть конструктивной, если бы было несколько механизмов, на мой взгляд. Первый – это бесспорно конфискация имущества. Когда человек знает, что он наворует, и в лучшем случае его освободят от должности, в худшем случае его посадят, а он еще через определенное время выйдет на свободу, создав себе соответствующую подушку безопасности, то он ведет себя таким образом. У него очень короткое время, его назначена должность. Я не буду говорить в лицах, я говорю вообще об общей тенденции. Естественно, за это короткое время он должен успеть сделать то, для чего он попал на эту должность. Моя идея заключалась в следующем. Я хотел, чтобы все фанаты футбольные могли, в этом процессе поучаствовать, и, от этого получить, как принято говорить, выхлоп. В чем идея? Значит, сейчас будет строительство огромное, да, так сказать, опять подтягиваются бюджетные деньги. Я предложил на формирование создать определенный счет, на который поступали бы деньги от граждан, но по займу, не просто вот деньги поступают в благотворительность, а по займу. Облигации 1000 рублей, 3000, 5000, 10 тысяч, 15 тысяч. Любой человек может купить определенное количество облигаций, эти деньги попадают на определенный счет. Из числа вот тех людей, которые, так сказать, эти облигации покупают, создается ревизионная комиссия, которая отслеживает нахождение этих денег, потому что это как раз тот народный контроль, о котором мы говорим. А затем эти деньги направляются на строительство центрального стадиона, на котором будет проходить финал чемпионата мира. То, что он будет строиться новый, это уже известно. И вот эти заемные средства собрать можно очень много денег, поскольку футбол – самая популярная игра в Российской Федерации. Причем с привлечением иностранного капитала. А затем 20% всех билетов на чемпионат мира разыгрываться будут в следующей проекции. 1/8 финала 1000 и 3000 облигаций играют. 1/4 финала 3000 и 5000.
полуфинал 5 тысяч и 10 тысяч, и финал 10-15. Вот вы можете разыграть и получить, так сказать, бесплатное место на стадионе. Вот у вас есть облигации, вы просто везунчик. И более того, после чемпионата мира в течение 18-19 года эти облигации можно предъявить, так сказать, к выкупу и выкупить. Но деньги не просто должны лежать, эти облигации должны в цене каждый год прибавлять на 6%. То есть вы купили облигацию за 1000, через год она стала 1000 плюс 6%. У нас каждый год проходит неделя предпринимательства. И я, как заместитель председателя «Опоры России», иду в учебные учреждения, высшие, средние, специальные учебные учреждения, встречаюсь со студентами 3-го, 4-го, 2-го, разных курсов. И я всегда начинаю свое знакомство с того, что я спрашиваю: поднимите, пожалуйста, руки, у кого родители занимаются малым бизнесом. Если 10 лет назад поднималось больше полной аудитории, то сейчас поднимается 1, максимум 2 руки на аудиторию. А причем, как правило, я общаюсь не с одной группой, а это 2-3 группы, то есть от 50 до 100 человек. Второй вопрос, который я задаю: скажите, пожалуйста, кто из вас хотел бы по окончании учебного заведения пойти в малый бизнес? Здесь вообще 0. Даже у тех, у кого родители малый бизнес, они просто не хотят идти, потому что нагляделись и насмотрелись. У нас порядка 7 министерств и ведомств занимаются судьбой малого бизнеса. Сельское хозяйство занимается сельским бизнесом малым, да, фермерами там, значит, и прочими теми людьми, которые занимаются под монополией, значит, Министерства сельского хозяйства. Торговля свое, автомобильные перевозки свои, то есть у каждого ведомства есть свой малый бизнес. В свое время в Республике Коми был комитет по развитию предпринимательства. Ну, не будем говорить, почему его убрали, его нет. Но возродить структуру, вот смотрите, я опять-таки пример приведу, может быть, парадоксальный, но вот он, значит, задача поставлена в бюджетах всех уровней довести долю малого бизнеса от 25 до 40%. И это идет. Но министерство полностью занимаясь проблемой малого предпринимательства не существует. Есть департамент госрегулирования в Министерстве экономического развития, и там есть отдел по предпринимательству. Представляете, задача ставится огромная, до 25 до 40% довести, а ведомства нет. Министерство сельского хозяйства дает ВВП страны 6%. Но есть министерство, министр, штаты, Россельхознадзор, ветеринарные службы, департаменты и так далее. Огромная масса людей, дающих 5-6% ВВП страны. И малый бизнес, который, извините, дает 25-30% и хотят довести долю до 40%. Я не призываю ликвидировать Министерство сельского хозяйства, но я призываю посмотреть на местах, и это вопрос, который я буду поднимать на уровне Народного фронта. Что я хотел бы сказать молодежи, которая хочет пойти в малый бизнес? Не ждите сиюминутного результата. Вот, чтобы завтра у вас наступил результат, и вы могли начать на себя тратить деньги. Я первые деньги начал тратить через 10 лет. После того, как начал, серьезно начал на себя тратиться. А до этого, так сказать, все вкладывалось в бизнес. И были проблемы в семье из-за этого, что, так сказать, денег не хватало, потому что все вкладывалось. Сейчас мне говорят: тебе легко, у тебя все есть. Тебе легко, конечно, у тебя вот. Как один мне молодой человек сказал: хорошо вам, Павел Валентинович, у вас есть то, а у меня ничего нет. Я говорю: а сколько тебе лет? Он говорит: мне 25. Я говорю: давай я отдаю тебе вот это все, да, и свои 50 лет на тот момент мне было. А мне ничего от тебя не надо, мне вернись твои 25. Он почитал зато и говорит: нет. Я говорю: так все же будет. Молодежь очень хочет быстро достичь результата. Это нереально. Что касается молодых предпринимателей, я даже одному написал СМС-сообщение, что крайний уровень безответственности и низкой обязательности – одна из основных черт молодых начинающих предпринимателей. Эти берут на себя обязательства, не выполняют. Это сплошь и рядом стало просто. То есть понятие слова «я сделаю», «я взялся, я сделаю», а потом говорят: плохо идет бизнес. Ну, представьте себе ситуацию. Тоже существует такая точка зрения, что человек о позитивном опыте расскажет 5, а о негативном 10. Естественно, если, допустим, я столкнулся с проблемой, не буду ее обозначать, но я столкнулся с проблемой. Догадайтесь, я публичный человек, обладающий достаточно большим кругом общения. Скольким людям я скажу, что с этим человеком нельзя иметь дело?
Ну, не 10 явно. Бизнес нужно брать на пике. Вот мой бизнес сейчас находится на пике. Если ко мне завтра придет какой-то человек и скажет: Павел Валентинович, ты знаешь, вот у меня есть деньги, да, так сказать, давай я бизнес у тебя куплю, а тебя оставлю управленцем этого бизнеса за хорошую зарплату. Я не стану отказываться. Вперед, приходите, предлагайте. Наступает момент, когда собственный бизнес становится не чемоданом без ручки. Ручка есть, и тележка к нему есть. А наступает момент, когда вот нового ты в этом бизнесе, нового, уже все, что ты делаешь уже по накатанной стороне. Да? Вот для того, чтобы креативить, нужна молодая кровь. Вот наступает момент, когда креативить уже, ну, скажем так, возрастные изменения все равно происходят, да, лестницу, как говорят, кобзу не обманешь. И наступает момент, когда просто этот чемодан тащить тяжело, физически тяжело. Может, потому я и передаю потихоньку его, так сказать, передвигаю дочери. Я призываю наших уважаемых оппонентов, вот, так сказать, коллег, которые хотят заклеймить позором сотрудничество с властью, как так принято говорить, приходите к Паташову Павлу Валентиновичу, обозначайте болевые точки, обозначайте проблемы, и давайте вместе будем решать.